так я ступаю. Я ступаю, сябры, на самую знакомитую киношную улицу, якая называется, поглядите, як яна, Яуні-Ела. Ела улица, Яуні, это новая. Олег, это номер дома 14. Давайте пройдем по ёй, як шоу по ёй профессор Плешнер. А так само, тут так само проживал доктор Ватсон, Шерлок Холмс с доктором Ватсоном. Итак, мы бачим, что же мы бачим? Бачим доктора Шерлока Холмса в кепочке. Вось тут, наколькі я ведаю, тое, што тычыцца профессора Плешнера, самый знакомитый это дом 25-27. Глядите, Яуні-Ела 25-27. Чомусь і так проздроч. І гэта ён шоу. Где шел профессор Плешнер? Як ты думаешь, папусь? А? Там, где ты идешь? Вось, я не ведаю. Тут одни пишут, что гэта такие великие окна, это где был цветочный мужа крама, где он глядел. Але он пройшов далей, мне здаецца. І мусіў перайсці на іншы бок. Дзесьці паглядзець на вокны. Но там не был такі резны дом, не был. Альбо можа вось тут. Гэта цветочны магазин, дзе два вокны вось тут. І ён, кажа, перайшоў на іншы бок. Давай, я иду и здымаю, а вы там трэба паглядзець эти кадры чорно-белые. И дзесьці там, можа, былі в окно, дзе ён. Ага. Ён не заўважыў гаршок з цветамі, і гэты чалавек ему помахал. Заходите, заходите. Ой. Заходьте. А цветок был знак провала. Може, ён туди якраз глянув, і ён потім пайшов, може, менавіта ў гэты пад'езд. Зараз паспрабуем разобраться. Цветочная улица. Он остался доволен своей зрительной памятью. В этот раз он сразу нашел эту улицу. Теперь дальше. Вот к тому дому, номер 9. Он вдруг отчетливо вспомнил, как ему говорил Штирлиц. Вы придете на улицу под названием Цветочная. Вы должны пойти по четной стороне домов. И, проходя мимо дома номер 9, посмотреть на окно во втором этаже, слева от парадного. Цветочная, дом номер 9, окно во втором этаже, слева от парадного. Вы подниметесь в квартиру только в том случае, если на окне не будет цветка. Цветок – это провал. Тогда, позавчера, он этого не сделал. Господи.
Это был сигнал провала. Русский разведчик, почувствовав за собой слежку, успел выставить этот сигнал тревоги. Так, сябры, я ось прийшла сюди і завернула за угол. Глядите, так і написано, що зараз у гэтым доме знаходится готель Юстас. Юстис. Потому что кличка эта Штирлица была Юстас, а готель Юстис, значит, вот в гэтым доме была явочная кватэра. А там, где я вот зараз здымала, крыху я вернуся. Давайте-ка. Я хочу все-таки цветочки найти. Вот в этом доме, так, была явочная квартира. И там здесь были окна. Кажется, пишет один, что покольки в окнах нема цветка в окне, шукайте сами. Якое в окно полечить треба с фильмом поравнать, так? И покольки цветка нема, 10 там, то явка протягивает денежек. Так что явочная квартира заховывается. А вот он, да, вот. Это тоже Hotel Юстис. А где-то еще ресторация Алекс. Может, вот это? Давайте-ка вот тут пройдем, поглядим. Это все-таки Юстис опять. Снова. Да. Ну, это и есть. Это вот профессор Плешнер шел, перейшов на інший бок и поглядел вверх. Погляди. Он зауважил. И вдруг его осенило. Штирлиц же ему казал, коли побачишь горшок с цветком, значит, это провал. І туди ні в якім разі нельга ісці. І він позавчора забив гэты знак. А зараз ён побачив, що горшок стоїть. Значить, ён не виконав задання Штирлица. І тому ён побрел точно. Вот это отсюда шел. Он пошел мимо, да? Ось как-то так пошел. Ось он пошел. И здесь вот где-то был цветочный это крама. Ой, птицами торговал. Альбо ось туди пошел. Зараз погляжу. Але написано, что дом 25-27. Давайте я на всякий выпадок сдыму вам и гэты дом с великими окнами. Я ось думала, может тут, птушковый. Потому что это менавіта и есть 25-27, я вам показывала. Угу. Ну, цікаво. Ну, мне здається, что ось больше на той дом похож, куда глядел Плешнер. А где тут ресторация Алекс? Я не понял. Я протягиваю на гэты. Да, вот тут нет. А на этой улице, значит, глядите, это 18-й дом. Наступный дом 20-й. И он тут вот как бы закрывая. Зараз я вам пройду, покажу. Глядите, вот 20-й. Але коли мы опять идем сюда, 20-й, нам нужен 22Б.
И мы снова заходим вот этот вот Hotel Юстис. И глядите, вот здесь вот как бы загорожено лямпочки. И тут старый дом. Вот, посмотрите. Это номер 22Б. И это и есть дом, где жил Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Ось яны к ним не подойти. Яны ось так закрыты. 22Б. Я, конечно, докладно не бачу номера дома. Ну, ось он так выглядает тут за 20-м. Ну, и вот тут решетка. Немагчыма туды подойти. Поселились в таком бутиковом отеле. Интересно, в центре Риги. Интересный дизайн под старину. И сами не знали, что, оказывается, это также историческое место. Отель называется Юстас. Кто помнит фильм «17 мгновений весны» и позывной Штирлица Юстас. И вот это как раз это то самое место, где располагался магазин с птичками. Вот здесь есть, кстати, я смотрю фотографии, видел другие, ну вот, Тихонов Штирлиц. И он из этого окна смотрел вот на вот это окно. И тут стоял вазон с розами. И он понял, что явка провалена. Профессор Пельшнер, по-моему, так его звали, не понял. Сдали номер? Ну сейчас я. Но это еще не все, потому что тут еще одно историческое место. Это вот этот дворик. Это улица Новая. И Януэла. Сейчас посмотрю. Так вот, в этом доме, дом 22. Сейчас его закрыли, чтобы туда никто не ходил. Там находятся двери. И это был входом в фильме про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Добрый день, джентльмены. Мы нашли его, сэр. Мы нашли его. Краснорожий в коричневом пальто. Да, он в коричневом пальто. Молодцы. Получите гонорар. Спасибо. Спасибо, сэр. Что-нибудь еще, джентльмены? Одну сигару на всех, сэр. Курить вредно. Вот в этом дворике они жили и по этой улице ходили. В фильме про Шерлока Холмса эта улица как раз служила в роли Бейкер-стрит. Вот здесь они ходили мимо вот этих домиков. А вот из этого парадного выходил доктор Пельшнер. И вот здесь он, когда шел, он увидел, что явка провалена, но понял это поздно. Это был сигнал провала. Русский разведчик, почувствовав за собой слежку, успел выставить этот сигнал тревоги. Так что эта улица как минимум в 2 фильмах была. В одной это была улица Цветочная. Цветочная улица. «17 мгновений весны». А в фильме про доктора Ватсона это был Бейкер-стрит. Ну что,
ўжо гатва ела засталася позади, мы з яе уже сышлі. Я паспрабавала показать вам гэтыя дамы, гэтую галоўную кіношную вуліцу былога Савецкага Саюза, было нашай краіны. Усё ж таки гэтыя фільмы мы праглядзелі па некалькі разоў, і пабываць у Рызе і не пабываць на той вуліцы, конечно, гэта как бы не есть добра.